В эфире «Актуальное интервью». Общественность Ленского района в эти дни собрала тысячи подписей против строительства канализационной сети базы компании «Газпром Трансгаз Томск». Людей напугали планы по сливу сточных вод в реку Мухтуйка, которая впадает в Лену выше города Ленска. В зоне канализационных стоков могут оказаться городской пляж и водозаборная станция. О роли общественников в этой истории и в целом об обеспечении экологической безопасности мы сегодня поговорим с членом Общественной палаты республики Николаем Барамыгиным. Николай Андреевич, здравствуйте. Министерство охраны природы начало проверку по ситуации в Ленском районе. Также было заявлено, что создается рабочая группа, куда кроме самих надзорных органов войдут еще и общественники. Какие данные уже удалось получить по сложившейся ситуации? 10 апреля проведены заседания рабочей группы. В состав рабочей группы входят представители муниципального района Ленский район, также представители надзорных органов, член Общественной палаты от Республики Саха-Якутия в Ленском районе Саморцев Александр Васильевич, и представители «Газпром Трансгаз Томск». И рабочей группой направлены письма в адрес главы республики, прокурора республики, министру охраны природы Республики Саха-Якутия Сахамин Милановичу Афанасьеву, председателю Общественной палаты Республики Саха-Якутия Алексею Егоровичу Сергучеву, главному санитарному врачу управления Роспотребнадзор Республики Саха-Якутия в Ленском районе Беляеву, и председателю правления «Газпрома» Миллеру, руководителю Ленского управления Ростехнадзора Гатилову и руководителю Ленского бассейнового управления, водного управления Республики Саха-Якутия Иннокентию Андросову. Общественная палата Республики Саха-Якутия, получив данное обращение, завтра на совете Общественной палаты Республики Саха-Якутия планирует рассмотреть этот вопрос с участием всех заинтересованных ведомств и надзорных органов. Но что касается позиции Общественной палаты, тут надо сказать, что Общественная палата считает, что этот проект не проработан, не соответствует нормативным положениям. И то, что из-за этого проекта может быть нарушена экологическая безопасность города Ленска, и также может быть нанесен вред здоровью жителей города Ленска и Ленского района, и ниже по течению. То есть, на ваш взгляд, ситуация действительно серьезная? Да, тут надо отметить, что ситуация в Ленском районе достаточно сложная. Тут всей республике надо понимать, что республика вступила на новый уровень развития. У нас началось массовое освоение нефтегазовых ресурсов республики. Благодаря действиям и правительства Республики Саха-Якутия, и руководства России, лично президента Владимира Владимировича Путина. То есть сейчас созданы все условия для вовлечения в освоение ресурсов, находящихся на территории нашей республики. И Ленский район оказался прямо на острие, потому что через него проходит ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан, нефтепровод. Через него проходит сейчас Сила Сибири, это наша газовая магистраль. Там находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. И там уже с начала 90-х началось промышленное освоение нефтяных месторождений. И поэтому население Ленского района, оно чувствует на себе все последствия этого массированного, скажем так, освоения. И, как и все в этой жизни, имеет не только положительные стороны, но и определенные, скажем так, издержки развития. И эта проблема она касается напрямую и Мирнинского района. Как вы помните, в прошлом году была проблема с водой в селе Тас-Юрях. И сейчас начались
работы в Сунтарском улусе, в других улусах Вилюйской группы. Да? Но вот также вот эту проблему уже на себе давно чувствуют жители Кобяйского и Вилюйского улусов, на которых идет добыча газа. Да? Ну и также в перспективных нефтегазоносных районах, это Заречье нашей республики, побережье Северного Ледовитого океана, там тоже планируется проведение работ по освоению. Поэтому вот мы, вся общественность республики, должны четко отработать все проблемы, возникающие в Ленском районе. Потому что если мы вот эти все проблемы в Ленском районе, это и проезд Ленск, Витим, Пеледуй, вот это вот и река Мухтуйка, это и загрязнение воды, да, реки Лена выбросами. То есть эти проблемы мы должны решить сейчас. Потому что когда будет освоение, да, и других районов республики, то есть это коснется большинства, ну или 1/3 населения республики напрямую. Николай Андреевич, а часто ли члены общественной палаты в подобных ситуациях имеют возможность до конца вникнуть в проблему и имеют ли доступ ко всем необходимым материалам для объективной оценки той или иной ситуации? Вот, по закону об общественной палате Республики Саха-Якутия, то есть мы имеем право обращаться во все надзорные органы, невзирая там, это федеральные, региональные или муниципальные. И представители вот этих органов, они взаимодействуют с общественной палатой. И на наши мероприятия, на круглые столы и на рассмотрение различных вопросов, они принимают активное участие. Ну и также я хотел бы сказать, что из 66 членов Общественной палаты Республики Саха-Якутия только 22 человека живут в городе Якутске, остальные живут в районах республики и имеют возможность на месте, да, осуществлять, скажем так, свои функции. Вот, в том числе, вот, как я уже сказал, в Ленском районе очень активно работает наш член Саморцев Александр Васильевич. А как общественная палата выстраивает работу с самими недропользователями? Вот, как я уже сказал, мы, республика, вступили в новую стадию развития, и сейчас к нам начали приходить крупные компании, которые активно работают на территории республики. Вот, и мы взаимодействуем с ними различными методами. Вот, например, в прошлом году, в августе, компания «Сургутнефтегаз» организовывала пресс-тур на Талаканское месторождение. Вот, и вместе с журналистами, с представителями власти, федеральных и региональных надзорных органов также принимали участие представители Общественной палаты. Вот, ну и кроме этого, я хотел бы сказать, что вот мы на своих заседаниях рассматриваем вопросы, связанные с недропользователями, и представители недропользователей взаимодействуют с нашей общественной палатой. Но, вот как я уже говорил, по притрассовому проезду Ленск, Витим, Пеледуй, вот, идет большая переписка вот, Общественной палаты Республики Саха-Якутия с Транснефть, с компанией Транснефть, братские. Также вот по этому же поводу мы ведем переписку с Минвосток развития и с аппаратом полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Говоря о переписке, точнее о получении информации, кто может быть источником информации о том, что, возможно, совершается то или иное противоправное действие в плане экологического законодательства? Это всегда ли проверки какие-то могут быть, или это могут быть какие-нибудь статьи в СМИ или в интернете или в мессенджерах? Проверяется ли Общественной палатой подобные вот сообщения? Вот,
Мы все живем в одной республике, мы все живем на этой земле, да, и поэтому не только от органов власти, да, но и от общественности, от жителей республики зависит все напрямую. Вот Общественная палата Республики Саха-Якутия заключила соглашение с Министерством охраны природы Республики Саха-Якутия, да, о взаимодействии. Вот, и я хотел бы отметить, что при Министерстве охраны природы создан очень хороший такой вот механизм. Это общественные инспекторы, да, охраны природы. Вот в республике уже более 400 человек получили такой статус, да, и они реагируют с нами, да, то есть через министерство или напрямую, или через членов общественной палаты. Ну и также, конечно, мы реагируем и на сообщения в прессе, и на сообщения в интернете. А какие еще экологические проблемы находятся на контроле у общественной палаты? Вот, но наша комиссия по экологии, недропользованию, промышленной политике и охране окружающей среды проводили круглый стол по сельскохозяйственным палам. То есть сейчас по федеральному законодательству полностью запретили проведение вот этих весенних сельскохозяйственных палов, выжигание сухой травы. Да? Вот, и это, к сожалению, да, в условиях нашей природы, вот, наших климатических условий, сухости нашего воздуха приводит к тому, что сухая трава, она не успевает разлагаться за один сезон, да, то есть она остается, и что мешает травостою, что мешает вот, нашим сельхозпроизводителям, но в то же время вот, уже наши представители лесного хозяйства, да, они отмечают тот факт, что вот, пожары имеют определенную периодичность. Вот уже последние 3 года по их данным, да, крупных пожаров не происходит. И это говорит о том, что в лесах республики накапливается горючий материал. Вот. И самое большое количество пожаров в республике Саха-Якутия происходит от сухих гроз летних. Вот. И в лесах, которые находятся в отдалении от населенных пунктов. Поэтому позиция общественной палаты такова, что весенний сельхозпал – это традиция республики, да, населения. Вот. И мы обратились к органам власти, чтобы они пересмотрели это решение. Николай Андреевич, огромное спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях был Николай Андреевич Барамыгин, председатель комиссии по экологии, промышленной политике, недропользованию и охране окружающей среды Общественной палаты республики. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия 24.